Мастерица «Золотые руки». От одного из столичных салонов по ремонту ювелирных изделий пострадали несколько десятков человек. Люди сдавали украшения в сервис-центр, а обратно его уже вернуть не смогли. Многие не могут вернуть драгоценности уже с 2017 года. При этом сама женщина продолжает вести свой золотой бизнес. Раньше она говорила: да, приходите. Сейчас она просто посылает. Вот к ней идешь, как будто что-то чужое отдавать, а не свое забирать. Забрать свои ювелирные изделия некоторые из этих женщин не могут уже 2 года. Кольца, браслеты, цепочки, украшения бесследно исчезли. Пропавшие драгоценности должны были отремонтировать в одном из сервис-центров города. Товарные чеки – все, что осталось на руках. Правда, именно они стали гарантом честной работы предпринимателя. Украшения не получили обратно не менее 30 человек, утверждают женщины. Вот я сама сдала в июне 2018 браслет, и до сих пор я его не вижу. Цепочку и еще одно кольцо с камушком. Также, получается, принесла. Она взяла и говорит: хорошо, приходите в понедельник. И я пришла в понедельник, она: ой, говорит, я не успела, приходите завтра. И вот, каждый раз завтра. Полиция бездействует, следователь является ее клиентом и постоянно препятствует делу. На двери сервис-центра до сих пор висит телефон золотых дел мастера. Застать на месте хозяйку не удалось. Выяснилось, что предпринимательница расторгла договор аренды и в скором времени съезжает из этого торгового центра. Предприимчивая женщина теперь работает через дорогу. Нам удалось пообщаться с Еленой в одном из столичных ювелирных магазинов. Здесь она также занимается ремонтом драгоценностей. Объяснить, куда исчезло золото пострадавших, она так и не смогла. Эти люди пошли не знаю куда, не знаю, что получилось то, что получилось. Это по их же вине получилось. А в чем их вина, Елена? Вина в том, что они, например, я сдала в ломбард свои изделия, они пошли и сказали, что это якобы ихний. Этот ломбард меня ограбил. В ломбард, утверждает Елена, она сдала собственное золото, хотя не отрицает факта того, что действительно не вернула изделия, взятые для ремонта. Человек 10 я уже отдала, просто я все сразу отдавать не могу. Все. Уголовное дело было возбуждено по заявлениям граждан. Сейчас следователями расследуется уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» и принимаются меры для того, чтобы выяснить местонахождение вещей, которые граждане сдавали в ювелирную мастерскую. Судя по тому, что Елена не смогла объяснить, куда она дела украшения, женщиной завладела золотая лихорадка. Лекарством от недуга может оказаться грозящий предпринимательнице тюремный срок. Динара Таймасханова, Булат Садриев, новости, Уфа.